Ну, в общем, нас сориентировали, что просто прямо идти, никуда не заворачивать. Мы так и шли, но честно не дошли. Безумно пить хотим. Одну баклажку, простую воду не взяли. Просто одну, и мы жалеем, и сейчас сидим друг друга. Это жестко, ребят, смотрите. Все такие дороги, я не знаю, нам сказали просто идти прямо по следам КамАЗа. Ну, тут все, мы потерялись, где тут следы КамАЗа. Мы рассчитывали, что мы встретимся с человеком, все обсудим выпуски, с утра начнем снимать, но мы так и не дошли до него. Связи нет, антенна не ловит, и мы не сможем даже им ориентир дать. Шанс один: обратно топать вниз или просто тут где-то сидеть и переночевать до утра. За мной обычная комната, обычная гостиная. Как и в любом таджикском доме, курпачи, подушки, ремонт симпатичный, европейско-восточном стиле, занавески, узоры, все это, конечно же, красиво, но я не об этом. За этой дверью я хочу показать вам жизнь деревни, которая, можно сказать, практически отрезана от цивилизации, от городской жизни. В общем, будет много всего интересного. Приятного просмотра. Доброе утро! Мы находимся в кишлаке, в деревне Томчи, это в Хафлонской области. 90% из вас впервые слышат об этом. В общем, поспрашивая люди, чем живут тут, чем дышат, чем занимаются, так и определенного ответа я не нашел. Совсем по чуть-чуть. Но я так по своим анализам понял, что 90% занимаются фисташковым бизнесом. Покопался там, оказывается, фисташковый бизнес, конечно же, прибыльный, но очень сложный, потому что бывает, что расходы колоссальные, а результаты могут 2-3 года не дать. Это все очень сложно. Как вы видите, вот на горах забито полностью фисташковые деревья по всему горизонту. Итак, пару слов о самой деревне. Сам кишлак небольшой, и тут имеется, конечно, пару магазинчиков только, свой медпункт, одна единственная школа. Ну и, конечно же, воды тут нету. Вода завозная, привозят люди. Платят за доставки, и тут поднимают воду. С водой тут проблема. А в основном все, скот, куры, муры. В горах тут, кроме медведя, водятся там волки, да, лисы, там птицы, каук. Ну и, конечно же, дикобразы. Друзья, мы едем в деревню. Она находится очень высоко на горах. Может, будем ехать несколько часов на машине. И деревня называется Йову. Там жили 300 человек. Куда они исчезли, что с ними случилось, что произошло, мы узнаем с вами об этом прямо сейчас. Йову моими глазами. Не переключайтесь. Остановился на пару минут, чтобы показать, как я и говорил, фисташковый бизнес и фисташки. Вот вся эта территория, это все фисташки. У нас тут называется джангал. Как бы переводится дословно джунгли, по-моему, но фисташковое поле. Даже это не поле, фисташковый луг. Ребята, вот как видите, конечно, это еще не сезон, но так выглядит фисташковое дерево. Вся эта картина, все эти деревья, это фисташковые. Такая удивительная информация вот от водителя. Я сам впервые ее слышу. Оказывается, вот специалисты
фисташки, они поймут сами. Есть деревья, которые распределяются по полу, мужской и женский. Допустим, как показали мне, вот этот выглядит, вот, то, что много листьев и свежее, это женский пол. Вот, это женский пол. И тут подальше, вот, прямо рядом, мужской пол. Вот это то, что вы видите, это пыльца и все. Из-за ветра и все, они друг друга передаются, и как бы, не знаю, спаривание или что это. Ну, в общем, и по вкусу потом и отличаются. Но мужской и женский пол фисташек. Как-то так. Знаю, все случилось внезапно, но я забыл сказать, что Томчи еще, конечно же, славится змеями. Тут и кобры, и змеи. Это мощно. Как вы поняли, дальше уже подниматься на ослах, машины никакие не поднимутся. Сложные места. Братуха поможет нам добраться до цели. Вот и Раджаба стоит, аудио. В общем, как-то так, друзья. Поднимемся, доберемся до цели. И все, восхищение там мы оставим. Друзья, мы на месте. В общем, по дороге встретили Дахмада, пастуха. Мне очень интересно взять интервью у него, как живут таджикские пастухи, чем питаются, какова у них работа и все остальное. И мы, конечно же, узнаем человека, который сейчас рядом. Салам алейкум, ака. Салам хуба. Ну, ака. Вот человек Абдуфайоз занимается скотоводством. И сколько лет? Ну, я этим занимаюсь примерно 5 лет. Скот тут где-то 2000. Мы ходим, ну, от месяца до 2. Ну да, есть такое, но это чисто для холостяков, не женатых. Данный свои скоты он возит примерно от месяца до 2 месяцев. Конечно, территория большая. Также я слышал, что вот большинство баранов постригают и, ну, машинкой туда-сюда. И мне интересно остаток шерсти, как вы используете? Также и у вас. Как мы видим, вот и бараны, и козлы тут, а горных коз тут точно нету. Ну, смотрите, вот, друзья. Не рассчитать, но это еще не максимум. Именно сегодня где-то вот примерно 2000 тут полностью повсюду. Вот выделяется баран. Наверное, качхор называется на таджикском. Сколько вы выходите? По сколько человек? وابسته به همون سروک 1000 مال باشد اگری 4 آدم اگر 1000 بالا باشد 6 آدم. Главный йордамчиян. اگه главныш پستیان هم 4 تا باید است همه رهتی شدیم با یاردمچی حتما میآیند 2 تا 3 تا. Значит, выходит в коллектив 4 человека примерно. Главный, сзади, который смотрит, и также 4 собак, которые будут загонять стадо. Также мы видим уставшую козочку, которая спит. Мы не помешаем. Сезон и сезон. Какой сезон, чтобы вот они насытились и было вот просто хороший результат. июль августан. Хай сентябрь мешал. Минимум в день 20-25 километров. Ромит.
Это очень далеко. Если что тут закончится, то они путь держат в Румит. Я покажу вам на карте, это далеко. Просто сумасшественно. А скажите, пожалуйста, вот самые главные вещи, которые вы берете с собой. Главное, همین یکم باید پاپوشی داشته باشد، فرماش تنگ باشد، همین چی میگن شما ورژانی میگن همه Спецодежда, мегем. О. Сейчас вот, кстати, я покажу все, что берут помощники. А? помощник. Вот о чем мы говорим. Все, что нужно, все, что важно для жизни. От лопаты начиная до воды, палатки, там, я не знаю, курпачи, подушки, пища. Во всем этом помогают ослы. Они очень выносливые. Как вы ночуете? Палатки строите, ставите? Ого, هر شب هم Да-да, мы ставим палатки, все как надо. میزنیم پلاتکرا خواب میکنیم هر کی Нет, друг мой, не каждый сможет вытерпеть эту работу и до конца довести дело. Это очень сложно. Это нужно уметь. Это все остается по наследству. Говорит человек, что не каждый сможет выдержать, тем более городские или вот те, кто учатся. И вот в общем сложная работа, и это не каждый выдержит. Это должно быть с поколения в поколение передаваться. Также ему от отца, от дедушки это осталось, и вот наследство продолжается. Также важно вот узнать в этом стаде, кто главный, кто ведущий этого стада. Сейчас узнаем. Это стадо Ходжи Махмада. Его зовут Ходжи Махмад по кличке Ходжи Навруз. Моего деда зовут Файзуло. Также дядя Сайфулла. Прадед Ходжи Абдулла. Так вот, я к тому, что они с детства занимались этим, и все это передалось мне. Они сделали свое дело, ушли в покой, и теперь я продолжаю это все. А вы сами своему ребенку вот передадите это наследство? Нет, нет, друг мой, нет. Это очень сложно, очень. Фаму. Старший? Да вот он сзади тебя стоит. Да-да, он у нас старший тут. Он, ну можно сказать, что полностью руководит стадом. Все, что касаемо безопасности, ночлега, занимается он. Какие проблемы случаются у вас в пути? Ну, лично для меня проблема, в первую очередь, это то, что дорога, она сложная, плохая, очень долгая. А там дальше я уже не вижу преград, друг мой. Основные проблемы это то, что дорога плохая, когда идешь, поднимаешься. Это максимум, например, до Румита доходить 25 дней туда и 25 дней обратно. Также вторая проблема это волки, могут там 2-3 взять и все, ты останешься без барана. И третья проблема в том, что иногда на чужие земли, если они переходят, то ругаются, жалуются люди, чтобы стадо отогнали. Все понятно? Азур Ахмад Акаджон, большое спасибо. Саламат Да, и тебе спасибо. Ну не торопись, пошли покушаем. Спасибо Чай большое. готов. И чай попьем. Что вы передадите всему миру? Ну, в первую очередь я хочу обратиться к таджикистанцам, молодежи Таджикистана. Учитесь, знания в первую очередь, без него никак. Лично я пример, то, что не учился, и вот где я и чем занимаюсь. Но я не жалуюсь, слава Аллаху, у меня все хорошо и вокруг и изнутри, так что все хорошо. Яким жуда все равно. Конечно. Машаллах. Саламат бошин Акаджон. Рахмат.
момент мы находимся там, где это деревня, где жили 300 человек, и осталась только одна семья, один дом. Вот вокруг я сейчас вам все покажу. Также со мной рядом человек. Салам алейкум, ака. Шамсиддин. Дядя Шамсиддин. Единственный житель, который остался, он расскажет настоящую историю, как было, что и куда делись эти люди, и что произошло с ними. Что с ними случилось? Да они просто превратились в беженцев, спустились вниз. Ну, после войны 41 года. В 61 году мой отец работал лесником, его зовут Наджмедин. Уже после он вышел на пенсию, и я занял его место. Теперь я на пенсии, и вот занимаюсь тоже, можно сказать, лесником. Вы также планируете остаться тут, или вы тоже планируете переехать? Нет, друг мой, я обожаю это место, я обожаю жить в горах. Я тут рожден, там внизу у меня есть свой дом. Я езжу туда, но привык тут и остаюсь тут. Мне тут больше приятнее жить. Дети постоянно зовут вниз. Что было в этой деревне в то время, когда она функционировала? В общем, тут были 3 мечети. Когда я пришел, тут функционировали лишь 2 из них. Позже пришли хозяева, шейхи. Они запланировали разрушить мечеть. Я просил их, не надо, но они сказали, что просто переносят вниз, перестраивают их. Так и не послушав, они занялись делом, начали рушить мечеть. Один из них, помню, упал и сломал руку, второй заболел, что-то было там с кожей. В общем, кошмарно. Сразу они уехали, и позже, приехав, сказали, что эти ребята умерли, а мы хотим все возобновить и построить эту мечеть заново. Но уже было поздно, так как мы жили уже без воды, и они не смогли ее построить. Этот кишлак успел оставить себе название какое-нибудь? Эти жители строили такие вот каменные приспособления и готовили масло. Богачи имели свои собственные колодцы с водой. Там выше жил человек, его звали Вали. Он был богатый, очень богатый. И вот когда все эти жители уехали и богачи переехали, то сразу эта окружность осталась без капли. Из всех 300 человек, а там смешанная была нация или только таджики? Конечно, местные. Все таджики были тут. То, что ты видел вокруг фисташки, это все ухаживаю я, сажал я, и также остаюсь наблюдателем тоже я. Я успел все это сделать, потом вышел на пенсию. Сколько бы ни просил, что я пенсионер и хочу работать, буду продолжать, но все равно результат ноль. Волков тут очень много, друг мой. Ну, наш скот они едят, забирают меньше, но пастухи теряют в 10 раз больше. Я работал в фирме Шоим, охранял вот те на высоте места, и я видел каждый день лесу волк. И после того, как меня уволили, я просто реже поднимаюсь туда. Самое жалкое, что разрушили эту вековую мечеть. Такие вот широкие стены, каждый узор, ручная работа. Но это просто не описать словами, это было очень красиво. Вот прям на этих горах расположены были эти и жили эти там. Дома были расположены вот прямо почти вот, ну, по горам. 300 человек ровно проживали вот на этой территории. Дядя, также, знаете, у меня такой вопрос интересный. Сколько раз вы в год или в месяц спускаетесь в город? Ну, в год я спускаюсь в город где-то 3-4 раз. Да, это я о городе, но в Душанбе спускаюсь. А так вниз, туда, в Кишлак, я постоянно спускаюсь по нужде жизненной. Вода там, пища. Мы берем канистры по 20 литров и возим воду в них. Насчет пищи, ну, я беру расчет на 2-3 воскресенья, спускаюсь и покупаю. Пройдем, дастархан накрыт. Ну, как скажешь, хорошо. Всем салам алейкум. Та самая мечеть, про которую рассказывал дядя, которую разрушили. Из-за того, что люди разрушили, кто-то упал, кто-то заболел. Это остатки, сколько вековой.
остатки руины мечети. Наше путешествие по горному Томчи подошло к концу. Спасибо тебе, мой зритель, за уделенное время и то, что досмотрел этот выпуск до конца. В республике весна и время пожить за городом до следующей зимы. Мой друг, мне еще многое нужно показать тебе о моей родине. Таджикистан, солнце, горы, чистый воздух и гостеприимство. Жду каждого на нашей земле. Дастархан накрыт. Всем салам алейкум. Мир вашему дому. До встречи в следующем выпуске Лахути Лайф.